Прыжок, еще один, потом сальто. Так, трюк за трюком мастера паркура зарабатывают баллы у судей. Сегодня полосой препятствий для участников стала обычная детская площадка, и преодолеть ее они должны не только быстро, но и как можно изящнее и красивее. Именно это жюри оценивает прежде всего. Слам трейсеров, а именно так они сами себя называют, они прокладывают путь от точки А до точки Б не там, где можно, а там, где хочется. В паркуре нет особых правил, главное показать все, на что способно твое тело. Никита Некрасов приехал из Санкт-Петербурга, в паркуре уже 10 лет. Говорит, что занимается им для души. Это возможность, не только там самовыразиться, да, или как это сейчас говорить модно, там, да, не быть как все. То есть я на это вообще внимания не обращаю. Для меня больше это именно как возможность полностью раскрыть потенциал своего тела. Несмотря на травмоопасность этого вида спорта, здесь есть и девушки. Полина Созинова — единственная представительница прекрасного пола на соревнованиях. Этот спорт абсолютно женский. То есть вообще всем девушкам я советую этим заниматься. Тут не нужно иметь, не знаю, банки в виде мышц. Просто нужна ловкость, концентрация. Свое мастерство в прыжках и вращениях приехали показать 40 участников из Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Ижевска и Новокузнецка. Будет возрастная категория до 18 и после 18. Паркур и фриран он настолько разнообразен, то есть он в себя вносит все виды просто спорта, все виды вообще движения человеческого тела, поэтому то есть любой может заниматься. Такие состязания хотят сделать традиционными. Победители получат денежные призы и отправятся на молодежный форум. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.